колонии погиб военнослужащий. Смерть на службе или несчастный случай. Родственники солдата ждут результаты вскрытия. 2 ДТП с участием машин скорой помощи произошло за сутки в Бишкеке. Пострадали 2 детей, один из них в коме. Чем тяжелее статья, тем легче сбежать. В Кыргызстане увеличивается число сбежавших от ответственности чиновников. Кто помогает и кому это выгодно? Не кради надежду, не отбирай у онкобольных. Флешмоб против краж средств из благотворительных ящиков стартовал в Бишкеке. Об этих и других событиях более подробно. Здравствуйте. В эфире новости, в студии Елена Кобзева. Ему оставалось дослужить 2 недели. Несчастный случай произошел в исправительной колонии номер 3, которая находится в селе Новопокровка. Там накануне скончался рядовой 4-го батальона Департамента охраны и конвоирования Госслужбы исполнения наказаний. Возможно, смерть наступила от удара электрическим током, так как он пытался заменить лампочку, сообщили в ГСИН. А возможно, была другая причина смерти. Как отметили в ведомстве, перед тем, как упасть, он прошел несколько шагов. Погибшему было 20 лет. Он вступил в ряды военнослужащих в ноябре прошлого года. Инцидент в войсковой части произошел накануне около 16 часов вечера. Как оказалось, военнослужащий потерял сознание и, несмотря на то, что до приезда скорой ему пытались оказать первую помощь, так и не пришел в себя. Сейчас проводится назначенная судебно-медицинская экспертиза. И после экспертизы выяснится, от чего он умер. Но предварительным данным ударило его током. Говорят, что он менял лампочки. Вчера, сами знаете, погода была дождливая, скорее всего, ударила током. 11-я рота 4-го батальона Департамента охраны и конвоирования дислоцируется здесь, у исправительной колонии номер 3, село Новопокровка Чуйской области. Солдаты срочной службы охраняют и конвоируют заключенных при их переводе или вызове в суд. Военнослужащего, по предварительным данным, ударило током, когда он пытался поменять лампу. Срок его службы истекал уже в этом месяце. Военнослужащий срочной службы Бегалы Раджавалиев состоял в службе технического обеспечения. Часовой на посту видел, как солдат поменял перегоревшую лампу наружного освещения одного из корпусов и спустился на землю. Затем, по его словам, схватился за живот и упал. По словам первого замначальника Департамента охраны и конвоирования, смерть не могла наступить от удара током. В дневное время, по его словам, электричество по периметру выключается. При техобслуживании, то есть при обслуживании освещения, при замене лампочки, как заменил на основном ограждении, спустился, сел, живот. И сел и упал. Результат только так. Прибыли, вызвали командиры подразделения скорую помощь. И скоро уже по приезду констатировали смерть солдата. 27 октября погибшему солдату исполнилось 20 лет. Служить в армию, по словам его родственников, он шел добровольно. И даже здесь хотел продолжить практическое обучение по специальности. Он выпускник колледжа, где готовят будущих энергетиков. На срочную службу был призван в ноябре прошлого года. В это воскресенье говорил с родственниками по телефону о том, чтобы готовились к встрече. На следующей неделе он должен был демобилизоваться. Он сказал, что через 10 дней срок его службы закончится, что он уже собрал вещи и сразу поедет домой. Я живу в Бишкеке. Он говорил, что хочет сделать сюрприз родителям и приехать внезапно. Только в воскресенье по телефону он говорил отцу: ждите меня домой уже совсем скоро. Он занимался спортом и на проблемы со здоровьем никогда не жаловался. Его командиры даже говорят, что за год службы он не болел ни разу. Говорил, что без службы в армии не сможет в дальнейшем устроиться по специальности и готовился к этому. Что послужило настоящей причиной гибели молодого человека, покажет судебно-медицинская экспертиза. От ее результата зависят и дальнейшие действия родственников погибшего, пребывающих сейчас в растерянности, писать заявление в военную прокуратуру и требовать дальнейшего расследования причин гибели или смириться с судьбой, приняв произошедшее как несчастный случай. Молодого солдата похоронят на его малой родине в Джалалабаде. Болт Исаев, Нурбек Капаров, НТС. ДТП со смертельным исходом произошло в Баткенской области. Как сообщили в отделе по обеспечению безопасности дорожного движения УВД области, накануне примерно в 5 часов вечера на автодороге Ош-Исфана водитель автомашины марки Део Ланас, житель села Андархам Лилекского района, столкнулся с автомашиной марки Toyota Avensis под управлением жителя села Акарык. В результате ДТП погибли 2, с различными травмами в больницу доставлено 7. Среди них 5 граждан Таджикистана. В больницу города
Сулюкта доставлен также годовалый ребенок. Причины ДТП выясняются. Тело кыргызстанца, который скончался в результате аварии в Ленинградской области, сегодня доставили в Ош. ДТП произошло 1 ноября на автодороге Парголово-Огоньки. 60-летний водитель, управляя автомобилем Сузуки Гранд Витара, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение со Шкодой Октавией, за рулем которой находился 25-летний кыргызстанец, уроженец Карасуйского района Ошской области. Молодой человек скончался на месте до приезда медиков. Диппредставительство Кыргызстана помогало оформить необходимые документы для перевозки тела погибшего. Расследование причин ДТП взято на контроль посольства. 2 аварии с участием машины скорой помощи произошли в Бишкеке за последние 24 часа. На пересечении улиц Московская и Санова примерно в 4 часа вечера автомобиль службы 103 врезался в Honda Fit. Сообщается, что скорая ехала со включенными проблесковыми маячками. Пострадавших нет, а до этого произошло ДТП с участием кареты скорой помощи частной фирмы. Среди пострадавших 2 детей. Они госпитализированы с травмами различной степени тяжести. У 10-летнего ребенка ушиб головного мозга, закрытая черепно-мозговая травма. Он в коме. Отметим, машины скорой помощи именно этой фирмы в ДТП попадают не в первый раз. Кубат Кубанычбек Улу далее. Эти 2 машины уже на штрафстоянке. Кто из водителей нарушил ПДД, выяснит следствие. Но результаты столкновения оказались весьма печальными. В ДТП с участием легковушки и машины скорой помощи. Мало того, что пострадали помимо взрослых дети, так один из них, 10-летний ребенок, доставлен в больницу в тяжелом состоянии. Сейчас он в коме. Всего госпитализировано 5 человек. Мы обратились в лечебное учреждение. Данный факт ДТП зарегистрирован в едином реестре преступления проступков. И материалы переданы следственной службе по ДТП Следственного управления по ГУВД города Бишкек. Как оказалось, карета скорой помощи принадлежит частной фирме «Аламед». И это не первый случай, когда в ДТП попадает машина именно этой фирмы. 27 октября на пересечении улиц Фрунзе и Тыныстанова их машина врезалась в «Тойоту». Тогда пострадали 2 человека. Узнать подробности у представителей частной компании сегодня не удалось. Директора не было на месте. Пустой оказалась и сама парковка. Обычно на 10 тысяч человек рассчитана одна машина скорой помощи. Население города Бишкек больше 1 миллиона. При таком количестве только по столице должно работать минимум 120 машин. В реальности их 36. И еще максимум 10 машин на балансе частных служб. С учетом того, что в сутки в скорую поступает до 600 звонков, машин катастрофически не хватает. Когда речь идет о приезде скорой помощи, обычно счеты идут на минуты. Но в столице ожидание может затянуться, ведь не хватает около 80 машин скорой помощи. Проблема озвучена. Можно было бы приступить к ее решению, но тут вновь сложности. Не хватает средств. К тому же врачи и фельдшеры увольняются с работы из-за низкой зарплаты и тяжелых условий работы. У нас 3 раза меньше машин. Просто мы физически не успеваем обслуживать. Но в день бывает, что от 500 вызовов до 800 вызовов в день. Вот вы просто физически не успеваем. Но у нас, поэтому у нас задержка. Скорая поздно приезжает, вот жалобы по этому поводу. Вот, а так и еще у нас врачей. Нехватка врачей. Расул Абдукеримов не первый год работает водителем скорой. Когда счет идет на секунды, бывает, что проскакиваешь и по встречной полосе, и на красный свет светофора, рассказывает мужчина. Пропускать специализированные машины в стране еще не научились, вне зависимости от того, работает ли проблесковый маячок или нет. Что нам только не приходится делать, чтобы успеть на вызов. Иногда приходится ругаться с другими водителями. Бороться за то, чтобы нам уступили дорогу. Отсюда и нарушения. Мы спешим спасать и так рискуем. Когда счеты идут на секунду, автохамы тоже, как правило, начинают куда-то спешить.
К концу года в Бишкеке должны появиться 6 новых автомобилей скорой помощи класса А. Как ранее сообщали, в муниципалитете покупка спецтранспорта обошлась городу почти в 11 миллионов сомов. Их передадут в управление здравоохранения. А тем временем в Бишкеке было зафиксировано второе за сутки ДТП с участием кареты скорой помощи на пересечении улиц Московской и Исанова. Примерно в 4 часа вечера автомобиль службы 103 врезался в Honda Fit. Пострадавших нет. Кубат Хуанычбекулу, Турган Ниязов, НТС. В Бишкекском научно-исследовательском центре травматологии и ортопедии скрыли пострадавших в ДТП. По данным Генеральной прокуратуры, в больницу с января по июнь текущего года с травмами различной степени тяжести, полученными в результате ДТП, обращались 3 граждан. Для обеспечения своевременного информирования о фактах поступления граждан с телесными повреждениями криминального характера за больницей закреплены сотрудники структурных подразделений ГУВД Бишкека. Но они, как сообщает пресс-служба, проигнорировали свои прямые функциональные обязанности. И эти 3 факта в едином реестре зарегистрированы не были. Надзорный орган начал досудебную проверку. Расследование поручено ГКНБ. Зачем кому-то ловить, чтобы другие отпускали? Ряд чиновников, в отношении которых возбуждены уголовные дела и даже вынесены судебные приговоры, сумели покинуть страну. Последним пополнил список Насербек Алмаматов. Юристы отмечают, что несмотря на абсурдность решения Горсуда по изменению ему меры наказания с лишения свободы на штраф, доказать его неправомерность практически нереально. В качестве обоснования работники Фемиды, скорее всего, приведут нормы кодексов, которые теперь более чем гуманные. А дисциплинарная комиссия при Совете судей, о значимости которой так много говорилось, оказывается совершенно бесполезной. Кто виноват, что чиновник, пойманный на взятке, сбежал, который звенья в цепи, состоящие из представителей правоохранительной и судебной системы, сыграла на руку преступнику? Можно лишь рассуждать, но почти невозможно наказать. Случай со сбежавшим осужденным экс-чиновником ГРС Насербеком Алмаматовым стал показательным. Как суды и прокуратура отработали вроде как по закону, но в пользу коррупционера. По мнению юристов, тогда как доказать корыстный умысел работников Фемиды и, возможно, прокуроров бесперспективное дело, покопаться надо в уголовном законодательстве. Алмаматов, обвиненный в создании устойчивой коррупционной схемы с получением взяток в структуре госрегистрационной системы, был приговорен к 12,5 годам лишения свободы. Однако городская коллегия под председательством судьи Мамналиева заменила тюрьму на штраф. Коррупцию можно, если в контексте в этом брать, трактовать абсолютно по-разному. То есть коррупцию можно переквалифицировать в какие-то другие незаконные действия, более мягкие. Коррупцию можно переквалифицировать в более жесткие наказания 5 либо 6 степени. Да? Поэтому судьи, как это ни странно, этой тонкой мембраной пользуются. И они же были инициаторами, одни из инициаторов в рабочей группе по изменению уголовного и административного законодательства. Поэтому они сами изначально заложили такой инструментарий, чтобы можно было в районном суде вынести одно решение, в городском другое, а в Верховном вернуть либо городское, либо районное. Верховный суд, комментируя это дело, сообщал, что сам прокурор, участвовавший по этому делу, просил частично сложить наказание подсудимому и вместо срока за решеткой приговорить к штрафу. Значит, закон это позволял. Вот это и есть тот юридический люфт, который позволяет судам разных уровней менять тип наказания из одной крайности в другую. Однако суд более высшей инстанции должен при этом обращать внимание на обстоятельства конкретного дела, как, например, резонансный случай с Алмаматовым. Что обычно суд первой инстанции, он проводит полную оценку доказательств. Да? Именно суд первой инстанции является судом в настоящем смысле слова. И вот так дискредитировать решение суда первой инстанции, я считаю, что это не совсем верно. Но я не исключаю здесь, я не хочу никого обвинять, но я не исключаю, что здесь, возможно, были какие-то коррупционные явления. Но вы понимаете, это все латентно, это все скрыто. И если вы вот так судью за руку не поймали, это доказать почти нереально. Дело сделано. Чиновник, обвиненный за взятки, отпущен. Ущерб не восстановлен, преступник не отбывает за содеянное. Депутаты требуют призвать к ответственности тех, кто попустительствовал побегу. Но решение судей не обсуждается, и они никому не подотчетны. Их якобы независимость, гарантированная законом, стала палкой о двух концах. Факт незаконности вынесенного решения вот эти дисциплинарные комиссии не рассматривают. Рассматривают только органы прокуратуры. Оценить адекватность, оценить законность вынесения решения невозможно. То есть государство придумало Совет судей, куда любой гражданин может пожаловаться на неправомерность действия судьи. Подчеркиваю, на неправомерность действия судьи. Это тогда, когда судья вовремя не начал процесс. Это тогда, когда судья принял документы, которые не относятся к материалам дела. Это тогда, когда судья восстановил срок, который не подлежал восстановлению. Все остальное придраться невозможно.
Раз у дисциплинарной комиссии столь жалкие функции, возникает вопрос, зачем этот орган? Он, как известно, задумывался для помощи населению. В ее составе как раз должны быть представители из гражданского общества, представленные президентом, Югурку Кинешем и Советом судей. А вот сами прокуроры, правоохранители, судьи, депутаты входить в состав не могут. Однако организация оказалась очень закрытой. Элементарно рассказать о порядке приема жалоб на действия работников Фемиды нам отказали. Дали брошюрку, в которой жирным отмечено, что дисциплинарная комиссия не вправе давать оценку законности и обоснованности судебного решения, в связи с чем не может отменить или изменить его. То есть может поругать за грубый тон с участниками процесса, за нарушение в его проведении. А к уголовной ответственности привлечь не может только генпрокурор, который в свою очередь обязан у этой комиссии получить разрешение для привлечения судьи. Такой вот яролаж. Есть такие вот механизмы, когда судьи могут избежать уже той ответственности, которая им судом определена. Потому что вы же понимаете, это же все люди одной системы. Ворон глаз не выклюет, и мы не в состоянии, как, например, гражданское общество, постоянно эти процессы контролировать. Впрочем, согласно анализу независимых юристов, ни один из даже уже приговоренных к лишению свободы судей сегодня не пребывает в учреждениях системы ГСИН, говорит Клара Сорункулова. Есть и беглецы. Например, бывший председатель Московского районного суда Чуйской области Феликс Марлис. Он предлагал взятку ГКНБ, которые проверяли обоснованность вынесенных им решений. В розыске экс-председатель военного суда Нурланбек Ашимбеков обвиняется во взятке в $50 тысяч у фигуранта дела по событиям 7 апреля. Сбежал из страны судья Октябрьского районного суда Бишкека Эрнис Чоткараев, уничтоживший более 1000 административных дел. Он находится в США. Ситуация, как с Алмаматовым, уже говорит о какой-то тенденции, когда обвиняемых чиновников словно специально отпускают из страны, а потом объявляют в розыск. К примеру, о побеге Аскарбека Шадиева, уголовное дело, в отношении которого было возбуждено по статье злоупотребления должностным положением, не было известно почти месяц, а разговоры шли. В итоге КНБ пришлось признать, что он пересек реку вброд в Баткенской области и улетел в США. Еще бывший председатель ГРЭС Алина Шаикова. Она перестала вдруг ходить на допросы. И 5 августа ее принялись искать спецслужбы. Они же, кстати, все никак не могут найти своего бывшего председателя Бусурманкула Табалдиева, который проходит по делу о незаконном освобождении Азиза Батукаева. Елена Яковлева, Эрлан Кемельбеков, НТС. Сооронбай Джейнбеков и Эрмек Усубалиев, внук Турдакуна Усубалиева, подвели итоги подготовки к торжественному мероприятию в рамках столетия. Оно пройдет завтра в Кыргызской национальной филармонии. Глава государства поделился воспоминаниями о Турдакуне Усубалиеве, отметил его выдающийся вклад в укрепление кыргызской государственности, социально-экономического развития страны и всех сфер жизнедеятельности общества. Турдакун Усубалиев является знаковой фигурой целой эпохи, занимающей в истории Кыргызстана свое уникальное место, отметил президент. Эрмек Усубалиев выразил благодарность главе государства за его инициативу и поддержку по широкому проведению столетия Турдакуна Усубалиева. Что все запланированные мероприятия проведены в срок, и с удовлетворением подчеркнул работу, проведенную задействованными госорганами. И к другим новостям. Веерных отключений электричества в предстоящем отопительном сезоне не будет. По крайней мере, такое обещание дают в Нацэнергохолдинге. Введенный ранее правительством лимит, объяснили в компании, касается в основном организаций, которые уже подали заявки на объемы потребления электричества на этот и следующий год. В Бишкеке лимит энергопотребления на январь 2020 года установлен в объеме 475 миллионов киловатт-часов. С одной стороны памятник, чтобы помнили о трагедии, а с другой – строящиеся дома. В поселке Дача-Су, неподалеку от того места, где почти 3 года назад случилось крушение самолета, строят новые дома. Менее опасным для проживания за это время поселок не стал. Самолеты все так же пролетают над крышами домов, вследствие чего на много километров разносится гул и грохот. Однако ни страх перед повторением авиакатастрофы, ни сомнительные условия продажи участков не останавливают тех, кто решил строить собственное жилье в опасном поселке. Сабина Дамаскина продолжит. 39 фамилий. Те, кто 2 года назад погиб в результате авиакатастрофы в поселке Дача-Су, что в Сокулукском районе Чуйской области. Памятник установлен на том месте, где в январе 2017 года упал самолет, летевший из Гонконга в Стамбул. В аэропорту Манас, что буквально в нескольких километрах от этого места, аэробус должен был заправиться. Однако случилась трагедия. Не долетев до пункта назначения, самолет упал. Под его обломками оказалось более 2 десятков домов и 36 человек, которые в них проживали.
В числе тех, кто погиб, помимо местных жителей, были и 4 члена экипажа. Сразу после трагедии на месте крушения была проведена оценочная экспертиза. Чиновники подсчитали ущерб, который в денежном эквиваленте составил более 185 миллионов сомов. А жители уцелевших домов вышли на митинг с требованием переселить их в безопасные районы. Власти пообещали решить вопрос на правительственном уровне, однако ВОЗ и ныне там. Мамасалы Кутманов – один из тех, кого чудесным образом трагедия обошла стороной, но крушение лайнера он видел воочию. Как и сотни других людей, Мамасалы Кутманов помогал разбирать обломки и спасать пострадавших. Многих из тех, чьи жизни унесла авиакатастрофа, мужчина знал лично. Такие воспоминания, признается он сегодня, не стираются, сколько бы времени ни прошло. Вот и теперь, как только вблизи раздается звук пролетающего в небе самолета, мужчину охватывает панический страх. Но даже это не заставило ни семью Мамасалы Кутманова, ни его самого покинуть опасный поселок. У нас в доме трещины идут на стенах. Когда самолеты пролетают, гул стоит жуткий. Первое время после катастрофы к нам приезжали чиновники, официальные лица. Успокаивали, обещали компенсацию. Но так ничего и нет. Конечно, страшно здесь. Никто не дает гарантии, что подобного случая не повторится. Но я здесь 15 лет живу, и другого жилья у меня нет. Не на улице же оставаться. Еще тогда было известно, что жить по линии движения самолетов недалеко от взлетно-посадочной полосы было нельзя. Однако в 2018 году 62 гектара земли, которые технически относятся к санитарной зоне аэропорта, были проданы в частные руки. Сегодня на этом месте уже вовсю идет строительство домов. Прямо напротив памятника жертвам авиакатастрофы на пустыре недавно вырос большой кирпичный дом. Осталось лишь накрыть крышей и провести отделочные работы. Поблизости строят еще один, однако там работы пока на начальной стадии. Владелец будущего жилья Дашбай Сурынбаев говорит о том, что успели залить фундамент и начать возводить стены. Мой стоил $2200, но я тогда мог отдать лишь половину от суммы. Еще 1000 остался должен. Документов пока у меня никаких нет. Но Болот, у которого я приобретал землю, пообещал, что все будет, как только я полностью рассчитаюсь. Он работает в прокуратуре Сокулукского района. Он, наверное, знает, как правильно это все оформить. Чуть поотдаль в землю вбито несколько десятков колышек. Они говорят о том, что у каждого из этих кусочков земли уже есть владелец. Тут же установлены электростолбы, прокладываются арыки, а в будущем будут и коммуникации для подачи воды, говорят владельцы наделов. Во всяком случае, так им обещали те, кто продал участки. Вот только сообщить покупателям о том, что сделка совершается незаконно, а постоянное проживание на этой территории и вовсе запрещено, риэлторы, видимо, не сочли нужным. В целях приостановления незаконного строительства акимом Сокулукского района был проведен координационный совет, в ходе которого решили обратиться в суд Сокулукского района. В данное время рассматривается в суде. По отношению этих людей мы обратились в Сокулукский РОВД. В данное время ведется работа по выявлению вот этих людей. Здесь вообще не должны строиться дома. Эта земля для хозпостроек завода была выделена много лет назад. По правилам безопасности, расстояние от взлетной полосы до жилых домов должно быть не менее 3 километров. Здесь нет ни одного. Нужно в судебном порядке решать вопрос, чтобы было ясно, сносить дома или как с ними быть. Остановить незаконное строительство пытаются и представители международного аэропорта Манас, и Госэкотехинспекция. Последних, к слову, возмущает не только сам факт продажи земли, но и то, что жилые дома рискуют соседничать с пунктом захоронения радиоактивных отходов. Сегодня сотрудники ведомства готовят обращение в прокуратуру, чтобы уже надзорный орган дал юридическую оценку действиям госрегистрационной службы и местной администрации. Сабина Дамаскина, Асхат Ибраимов, НТС, Чуйская область. Более 1,5 миллиарда сомов скопилось на едином депозитном счету по борьбе с коррупцией. По данным Центрального казначейства, сумма поступила за 16 месяцев, в период со 2 июля прошлого по 25 октября текущего года. В частности, со стороны ГСБ перечислено 769 миллионов сомов, ГКНБ – 313 миллионов сомов, главным надзорным органам – 597 миллионов сомов и 7 миллионов поступило от МВД. Единый депозитный счет был открыт для учета и аккумулирования денежных средств, поступающих от возмещения ущерба, причиненного государству по уголовным делам об экономических и должностных преступлениях.
За минувшие сутки по Кыргызстану зарегистрировано 12 пожаров. В Сузакском районе Джалабадской области полностью сгорел жилой дом площадью 20 квадратных метров. Причина пожара устанавливается. 2 недели назад такая же участь постигла семью из села Бешкунги. У них за считанные минуты сгорел дом. Причиной пожара стало короткое замыкание. Уцелела лишь кухня, там и сейчас живет семья. Чтобы помочь пострадавшим, местные жители объявили сбор средств. Каждый помогает в меру возможностей. Одни приносят теплые вещи, другие продукты и деньги. Пострадавшие рады любой поддержке. Игорь Потанин далее. Этот пожар произошел в селе Бешкунги 20 октября. Возгорание случилось вечером, когда все члены семьи занимались своими делами. Хозяин дома готовился к предстоящей свадьбе дочери, поэтому к приему гостей хотел сделать небольшой ремонт. Стены с внутренней части дома утеплял гипсокартоном. Сверло перфоратора случайно попало в проводку. Одна искра, и дом вспыхнул, как спичка. Это все, что осталось после пожара, произошедшего 20 октября. Спасти не успели ни деньги, ни вещи, ни документы. Выскочили на улицу практически в чем были во время пожара. Благодаря оперативности пожарных спасти удалось только санузел и кухню. Там сейчас и живет семья Майрамкуль Ильязовой. В первые дни после пожара их приютили соседи и родственники. Сейчас, когда уже удалось немного навести порядок на месте пожара, вернулись в уцелевшую часть дома. Но дочерей отправили к родственникам. Места на всех не хватает. Когда начался пожар, я пыталась спасти хотя бы документы. Но пенопласт, которым был утеплен дом, начал капать. Я получила ожоги спины. Поэтому ничего спасти не смогли. Как дальше жить, я даже не знаю. Денег на ремонт дома нет. Мы с мужем не работаем. Живем только на то, что получаем от продажи молока от 2 коров. Еще муж таксует. Денег на ремонт взять негде. Помочь погорельцам вызвали соседи. Они объявили сбор средств для пострадавших. Кто-то принес теплые вещи, кто-то деньги, кто-то продукты питания. Теперь дачники хотят открыть в местном магазине пункт приема для пострадавшей семьи. Соседи сразу вот вечером же было, на следующий день все собирали, вот на этим всем звонили, у кого есть одежды, все там, вот вы видите там, да, все там, что надо, что спать, это все надо. Ну тогда же немножко тепло было, вот видите, сейчас вот такой холод. Мы так не оставим, конечно, мы все там приходим. Вот такую рекламу там сделали в магазин, там у нас есть спуск в магазин Алтынай, ну, там повесили, и еще сегодня хотим коробку поставить, ну сколько сможет. Вещи, которые оказываются не по размеру, семья Майрамкуль Ильязовой отвозит в мечети, чтобы их потом раздали нуждающимся. На средства, которые помогли собрать соседи, пострадавшая семья намерена купить стройматериалы. И как только позволит погода, начать восстанавливать дом. Желающие помочь погорельцам могут перечислить средства на кошелек Эльсом. Номер 0555 03 04 34. Или можно связаться по телефону с самой Майрамкуль Ильязовой по номеру 0700 54 71 44. Игорь Потанин, Самат Далатакунов, МТС. «Не кради надежду». Под таким названием в соцсетях запустили флешмоб. Инициаторами являются общественный фонд Help the Children и Красный полумесяц Кыргызстана. И организован флешмоб не просто так. В последнее время воры взламывают ящики для пожертвований, где на самом деле может быть не такая большая сумма, но эти деньги собирают для онкобольных детей, жизнь которых зависит от каждой копейки. И, как отмечают в благотворительном фонде, случаев таких становится все больше и больше. Анастасия Соболева далее. В отделении детской онкологии сейчас 50 маленьких пациентов. Многие, конечно, еще не понимают, насколько серьезный у них диагноз. День они проводят так же, как и другие дети по всему земному шару. Играют, смотрят мультфильмы. И каждый из них и не думает о том, какие последствия наносит им спасительная химиотерапия и почему они носят маски, которые защищают их от инфекций. Я хочу стать знаменитым журналистом. В детском отделении онкоцентра 10-летняя Джанайда уже 3 месяца. Недавно ей поставили диагноз – острый лимфобластный лейкоз. Это рак кроветворной системы. Девочка любит рисовать. Слова на этой табличке непростые. Это призыв к взрослым. Поддержать флешмоб против краж средств из благотворительных боксов под названием «Не кради надежду». Флешмоб запущен не просто так. В последнее время, заявляет в организациях, занимающихся сбором благотворительности, участились случаи взлома ящичков, установленных в некоторых точках Бишкека. Этого человека милиция ищет до сих пор. Его зафиксировали камеры видеонаблюдения, когда он 29 октября взламывал ящик с деньгами в одном из кафе по улице Дагалока-Малдо. Бокс установила организация «Красный полумесяц». Видео в соцсетях распространила администрация кафе, чтобы предупредить кражу из других заведений. А ранее, 19 октября, неизвестный
неизвестный опустошил ящик с деньгами, установленный в одном из торговых маркетов в жилмассиве Акурго. Там было около 35 тысяч сомов. Предположительно, в обеих кражах замешан один и тот же человек. Данный факт был зарегистрирован в РПП УВД Ленинского района города Бишкек и начато досудебное производство по статье 200 «Кража Уголовного кодекса Кыргызской Республики». Раньше таких случаев были единицы. 1-2 в год, не больше, говорит глава благотворительного фонда Help the Children СКД Елена Конева. С каждой внесенной копейки у больных детей растут шансы на выздоровление, а на лечение требуются миллионы. Но преступники даже умудряются представляться сотрудниками фонда, чтобы опустошить бокс. Недавно поймали одного, отпустили. Через некоторое время он снова взломал ящик для пожертвований. При нем 4500 сомов. Сказали, что это небольшая сумма, это должно быть минимум 10 тысяч, чтобы это было что-то серьезное. И последний раз, когда были на суде, нам сказали, что он же вам вернул. А то, что он еще перед этим 5 точек вскрыл и сам в этом признался. Это было в том районе, в этом районе. Этот район не наш район, мы только по этому делу ведем. Человека отпустили, и он после этого поехал и еще 3 точки вскрыл. По всему Кыргызстану благотворительный фонд установил около 300 ящиков. В магазинах, кафе, ресторанах, они разных размеров. Вот эти боксы подлежат ремонту. Их починят, почистят и установят для сбора средств. Повредили их в некоторых случаях случайно, а в некоторых случаях и намеренно, например, когда взламывали. За последние 2 месяца таких случаев было 10. Украли порядка $1000. Это Низами Чекиров. Он единственный, кто имеет право доставать деньги из ящиков для пожертвований от имени фонда. При нем всегда удостоверение и доверенность. Процедура проходит при пристальном внимании сотрудников охраны или администрации того заведения, где установлен бокс. Получается, я кладу их сюда, и потом они под росписью на бумажке мне расписываются, что я такого-то числа, сегодняшнее число, допустим, если сегодня снял, пломбой закрываем. Уже 10 лет в боксы для пожертвований неравнодушные граждане опускают свои кровные. Сколько денег за это время собрали на лечение детям, посчитать сложно. Помощь предлагают и меценаты, и простые люди. Анастасия Соболева, Сардар Ашурбаев, НТС. Аллея славы торгово-развлекательного центра «Азия Молл» пополнилась еще одной звездой. В этот раз награду вручили заслуженному артисту Кыргызстана, эстрадному певцу и композитору Беку Борбиеву. Известность популярному исполнителю принесли такие хиты, как «Тазасы Барбы», «Дельберим» и «Замандаш». Помимо музыканта, участие в мероприятии приняли представители торгового центра «Азия Молл» и поклонники артиста. К слову, после официальной церемонии вручения звезды Бек Борбиев порадовал собравшихся не только исполнением своих песен. У каждого, кто посетил мероприятие, был шанс сфотографироваться с кумиром и получить его автограф. Я благодарен сотрудникам «Азия Молла» за такое признание. Для меня было большой неожиданностью. Очень приятно иметь свою звезду на этой аллее. Могу сказать, что я и дальше буду стараться радовать поклонников своими песнями. Сейчас я работаю над новым альбомом. В нем будет 20 новых песен. В основном, конечно, о любви. Планирую выпустить его уже в следующем году. И на этом наш выпуск завершен. Мы благодарим вас за внимание. Далее вас ждет прогноз погоды на завтра. До встречи в эфире.